Еще раз добрый день. Позвольте всех вас поприветствовать сердечно в более широком составе. Мы сейчас с лидерами государств поговорили достаточно подробно о всех направлениях нашего взаимодействия, о всех направлениях сотрудничества, договорились о порядке ведения, и я приветствую вас всех в Сочи. С удовольствием передаю слово президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону в связи с тем, что Таджикистан с 1 января 2018 года принимает председательство, а затем слово президенту Туркменистана, который в следующем году, в 2019, примет председательство. Пожалуйста, Эмомали Шарипович, прошу вас. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы выразить нашу признательность российской стороне и президенту Владимиру Владимировичу Путину за теплые гостеприимство и высокий уровень организации саммита. Повестка дня нашего заседания охватывает насущные вопросы, и мы одобряем принятые соответствующие решения по ним. Выражая нашу признательность за поддержку решения о переходе председательства в Содружестве Республики Таджикистан. Нами разработана концепция председательства Таджикистана и план его реализации. Приоритеты нашего председательства будут нацелены на обеспечение преемственности в Содружестве и укрепление достигнутых до сегодняшнего дня результатов. В сфере экономического взаимодействия усилия будут направлены на выполнение плана мероприятий по реализации третьего этапа стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года. В области энергетики приоритетной задачей станет наращивание усилий по активизации сотрудничества в области энергосберегающей технологии, восстановлению параллельной работы энергетической системы государств, участников СНГ. Наряду с этим мы намерены продвигать сотрудничество в освоении возобновляемых источников энергии. В области транспорта особое внимание будет уделяться вопросам реализации приоритетных направлений сотрудничества государств-участников СНГ в этой сфере на период до 2020 года. Считаем необходимым вывести на качественный новый уровень взаимодействия наших стран в сфере транзита грузов, автомобильных и железнодорожных перевозок. В области сельского хозяйства первостепенное значение будет придаваться мероприятиям, нацеленным на продвижение вопросов продовольственной безопасности. Для укрепления сотрудничества в агропромышленном комплексе важно уделить внимание вопросам логистики и реализации проектов по применению инновационного решения в его различных областях. Одной из важных задач является развитие сотрудничества в сфере социально-трудовых отношений и миграции. В гуманитарной сфере усилия будут направлены на координацию действий в области науки и образования, культуры, здравоохранения и информации. Считаем важным нацеленным качественным новым содержанием работы с молодежью, развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта, расширение туристических связей. Соответствующее внимание будет уделено реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2020 года. В сфере экологии и защиты окружающей среды будет продолжена работа по разработке соответствующих документов и программ, направленных на оздоровление окружающей среды и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Считаем актуальным дальнейшее углубление сотрудничества в области преодоления последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вопросы обеспечения безопасности и стабильности останутся приоритетными в период председательства Таджикистана. Мы будем всячески содействовать практической реализации принятых в рамках Содружества решений и программных документов по борьбе с глобальными угрозами и вызовами. Это терроризм, экстремизм, контрабанда наркотиков и другие виды транснациональной организованной преступности. В области совершенствования деятельности органов СНГ
Работа будет продолжена на основе общего положения об органах отраслевого сотрудничества СНГ и реализации решения Совета глав государств об адаптации Содружества независимых государств к современным реалиям. По указанным направлениям мы намерены работать в тесном взаимодействии с государственными участниками и исполкомом СНГ и выражаю надежду, что наши совместные усилия будут способствовать укреплению многоплановых связей между нашими странами в формате содружества. Благодарю за внимание. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Перед тем, как перейти к подписанию документов, хотел бы отметить, что все они происходят из того, что мы продолжаем активный, очень конструктивный политический диалог, продвигаем региональную интеграцию, расширяем взаимодействие в сфере безопасности, в экономике, в культурно-гуманитарной области. На заседаниях глав Совета глав государств первостепенное внимание, как обычно, уделяем экономике. В этой связи хотел бы отметить, что с начала года наблюдается восстановление экономической активности в наших странах. В частности, на 25% вырос объем взаимного товарооборота. Он достиг 75 миллиардов долларов. Чтобы обеспечить дальнейший устойчивый рост товарообмена, нужно и далее совершенствовать режим свободной торговли в Содружестве, последовательно устранять барьеры на пути движения товаров и услуг, упрощать таможенные процедуры, в том числе за счет взаимодействия с Евразийской экономической комиссией. С учетом того, что этот год был объявлен в Содружестве годом семьи, мы примем сегодня и совместное заявление в поддержку традиционных семейных ценностей. Данный документ открыт для присоединения и других стран мира, разделяющих зафиксированные в нем принципы. В культурно-гуманитарной сфере продолжим практику проведения тематических годов в Содружестве. Подготовлены решения об объявлении 2019 года годом книги, а 2020 год, как мы сейчас говорили в узком составе, посвятим 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Нужно достойно отметить эту особую для народов наших стран дату. Важно, что государства Содружества придерживаются близких позиций и по ключевым глобальным и региональным проблемам, выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при ключевой роли ООН. И, безусловно, хотел бы пожелать успехов руководству Таджикистана в ответственной работе по председательству в СНГ. Имали Шарипович, мы всегда в вашем распоряжении, готовы как сопредседатели России с одной стороны, Туркменистан с другой стороны, сопровождать эту работу и оказывать всяческое содействие. Благодарю вас за внимание. Давайте приступим к подписанию документов. Уважаемые коллеги, подписание документов закончено. Я хочу всех поблагодарить, выразить надежду на то, что мы продолжим работу в таком же позитивном ключе. Сергея Николаевича делегируем для общения с прессой, а вас приглашаю на протокольные мероприятия. Спасибо.